у вас на столах у каждого лежит вот этот сборник по Кавказской Албании, первый том. И я, представляя Институт Востоковедения, хотел бы несколько слов сказать о том, как история нас сближает, и в том числе, какую роль сыграла федеральная лезгинская национальная культурная автономия в проектах, которые сейчас реализуются на основе совместных усилий. В первую очередь, конечно же, безусловно, история является основой идентичности. Мы, когда пытаемся понять, кто мы такие есть, мы всегда обращаемся к истокам, к традициям, к корням, к тому, откуда мы пришли, где мы живем, на каком языке говорим, какие песни поем. И это все связано с историей. И культура народа, она фиксируется и сохраняется в летописях истории. Поэтому история, обращение к истории очень важно. Народ, который не знает историю, этот народ, к сожалению, он точно так же будет испытывать трудности в развитии и движении вперед. И в данном случае я хотел бы сказать, что вот, собственно, обращение Кавказской Албании – это самый древний период истории лезгин, в том числе лезгин. И вы видите герб, и на этом гербе изображен в его основании изображена эмблема, которую вы видите и здесь, на этом сборнике. Это царский знак Освагена, албанского царя, с именем которого связаны очень серьезные, важные политические и культурные события в жизни Кавказской Албании. Это возвращает нас к культурному наследию, которое у нас было в древности и наполняет наши сердца гордостью за народ, и мы себя ощущаем по-другому. И вот эта воспитательная функция истории, она здесь в полной мере раскрывается, потому что мы, особенно вот в условиях, когда идет радикализация ислама, и лезгины сегодня это исламский народ, но не все лезгинские народы исламские, и вот удины, например, они сохранили христианскую идентичность. Так вот, в этих условиях, сложных условиях, возвращение к истокам нам показывает, что мы имеем отношение не только к исламской культуре, которая уже с 7 века, с 8 века очень много веков насчитывается, но и к христианской культуре. И причем христианство, албанское христианство, оно очень долго сосуществовало и создало очень много памятников. И вот это бикультурализм, который некоторые говорят о мультикультурализме как рецепте, так сказать, вот, в решении всех проблем, возникающих на вот, культурной почве. На самом деле самое важное в полиэтнических государствах, сложных системах, это иметь двуязычие, бикультурализм. Это когда ты знаешь традиции, язык своего народа, малую родину, и знаешь культуру, в которой живет вся страна. И вот хотел бы сказать, что вот в этом смысле обращение к наследию – это очень важно. И если совершенно откровенно говорить, то мы в институте даже не пытались, и было известно, что да, открытие было, это открытие вызвало всеобщий интерес, но пока Ариф Пашаевич не обратил наше внимание на это открытие и не сказал, что нужно это открытие как-то обсудить здесь, в Москве, вот, мы, честно говоря, не собирались этого делать, и здесь целиком заслуга ФЛНК и лично его председателя, президента, который воспринимают историю народа как свое собственное, сказать, вот, собственное дело и дело жизни, и фактически деятельность организации он воспринимает как дело жизни. И вот здесь действительно он собрал конференцию, и впервые люди собрались. Это было, честно говоря, мы сами до последнего момента не верили, что приедут
люди, которые всегда боролись друг против друга, обливали друг друга грязью. Это я имею в виду конфликт на Горном Карабахе. И вот грузинская сторона, она всегда была нейтральна, а вот армянские и азербайджанские исторические школы, они всегда воевали. Так вот, благодаря Арифу Пашаевичу удалось вот обосновать и общие позиции, которые позволили собраться всем здесь, в Москве, и уже без вот этой политизации обсуждать вопросы, которые касаются не только лезгин, но и всех народов Восточного Кавказа. И мы должны, занимаясь и вспоминая про историю Кавказской Албании, четко понимать, что мы не северокавказский народ, мы народ восточно-кавказский. И отдавать, вот сейчас в языкознании даже введено понятие северокавказской языковой семьи, а между тем исторически большая часть, собственно, восточно-кавказских народов, оно жило в Южном Кавказе, а не Северном Кавказе. Поэтому точнее говорить о восточно-кавказской идентичности и восточно-кавказской истории. Так вот, народы, которые живут на Восточном Кавказе, кроме лезгин и другие народы, это вот армяне, безусловно, грузины, безусловно, другие народы. Это общая наша история, которую мы должны действительно все вместе сообща, без политизации разбирать. И это, фактически, этот фундамент был заложен Арифом Пашаевичем. А теперь, что касается того, что мы смогли действительно после собрать, и был очень жесткий отбор материалов, потому что первый блин бывает комом, он у нас получился немножко тоже чуть-чуть комом, в том смысле, что были очень такие эмоциональные выступления, и политические были выступления. Мы все-таки хотели показать пример, что, в общем, даже о наследии Кавказской Албании и наследие этих спорных наследий тоже можно говорить спокойно, без эмоций. И мы смогли в этом томе высказать свои контраргументы, которые не всегда нравились армянским коллегам и не всегда нравились азербайджанским коллегам. Но в итоге они поняли, что мы действительно придерживаемся, так сказать, объективных позиций, и, собственно, вот это стало явлением, и очень много сейчас ссылок на эту работу идет. И то, что сейчас готовится второй раунд или второй симпозиум по этой же теме, это будет уже фактически второй том. И фактически можно сказать, что проект Кавказской Албании уже получает самостоятельное развитие, и как корабль, который течет, и который плывет уже своим ходом, фактически вот этот импульс был заложен в ФЛНК. И последнее, что я хотел сказать, у нас, конечно, мы живем в очень сложной федеративной системе, причем у нас не простые федеративные отношения, как в других странах, например, Германии. Здесь сложный федератизм, потому что у нас это сопрягается с этнофедерализмом, и многие народы имеют, так сказать, свои федеральные, являются субъектами федерации. Вот. И в этих условиях есть народы, Дагестан это тоже субъект федерации, но дагестанцы это не совсем этнос, не совсем народ, это тоже, конечно, очень важная идентичность, в том числе лезгин и других дагестанских народов, но это все-таки собирательная идентичность. Такая же собирательная, как и россияне, как и другие идентичности. И здесь как раз для того, чтобы полнее раскрывались возможности и потенциал народа, его культурная жизнь развивалась, очень важны такие структуры, как федеральная автономия, национальная автономия. И в этом смысле мне кажется, что вот ФЛНК идеально вписывается в эту систему и делает очень большую работу. И могу сказать, что приходилось слышать от представителей других
таких же организаций, что лезгины, они очень сильно выделяются на общем фоне федеральных автономий. И я так думаю, что это не в последнюю очередь благодаря капитану, который крепко держится за штурвал. Так что желаем вам крепко держаться и дальше за штурвал и плыть прямо к берегам. Спасибо большое.